тот спор, который возник между садоводческим товариществом и гражданином Гридяевым, он возник по тем обстоятельствам, что мы с ним долго вели разговоры по вопросу оплаты за взносы, хотя он несанкционированно подключился к электросетям, тромфазам, 380 вольт. Дом его огромнейший, где-то около 200 метров. Он начинил его, значит, различными электроприборами, подогрев полов, котел 7,5 киловатт, электропечи стоят и другое оборудование, которое потребляет по замерам контрольного счетчика 120 киловатт в сутки. То есть вы понимаете, что в течение месяца он должен производить оплату, особенно в зимнее время, не менее 15 тысяч рублей. Долги, которые он не оплатил, начиная с конца 2012 года и по 28 августа, составляет 226 тысяч с копейками. Поэтому мы ему свет 28 августа, значит, по решению общего собрания отключили. Сегодня, значит, он оспорил законность решения общего собрания, но суд отказал ему удовлетворение иска. И мы продолжаем сейчас судебное разбирательство в Княжпоговском районном суде по вопросу взыскания той задолженности, которая образовалась у гражданина Гридяева. Дело в том, что с точки зрения действующего законодательства мы перед членами товарищества несем ответственность по уставу. Что касается не члена товарищества, товарищество может нести ответственность только в рамках заключенного договора. Он предусмотрен не только уставом нашим, он предусмотрен 8 статьей закона о садоводческих товариществах, где гражданин имеет право и не быть членом, но он обязан заключить соответствующий договор на пользование имуществом, инфраструктурой, в том числе и электрическими сетями. И, соответственно, в рамках этого договора мы, как стороны этого договора, и товарищество должно нести перед ним ответственность, и, следовательно, он. Завтра судебное заседание будет в Княжпогосте, поэтому вчера мы справку готовили, и я смотрел, ее там 219, я могу сказать, конкретно материалы лежат. 219 копеек, это основной долг. Плюс по уставу там еще штраф положен, 3 МРОТ, еще там 19,5 тысяч, плюс пени, плюс то, что мы потеряли, значит, в результате этого, что он не платил столько года, причинен вред определенный товариществу. Еще мы с него дополнительно поставили вопрос перед судом взыскать по тарифу Центрального банка. Там еще где-то 15 тысяч с копейками. Ну, решение будет принимать суд. Это пока наши желания, исходя из тех правовых возможностей, которые сегодня существуют.